4 июня административный комитет уйгурского сайта бракосочетания, который был создан для оказания помощи уйгурской молодежи, проживающей за границей, в решении трудностей, с которыми они сталкиваются в браке и налаживании жизни, провел второе консультационное заседание. На встрече были представлены достижения и трудности, с которыми пришлось столкнуться. Приглашенные на беседу представители общественных организаций и духовенства обсудили такие вопросы, как решение трудностей, с которыми сталкивается уйгурская молодежь при вступлении в брак и создании здоровой семьи. Выступавшие подчеркнули, что родители и общество должны уделять особое внимание укреплению чувств инициативы, ответственности и уверенности в себе у молодых людей. Чтобы контролировать уйгурское население, Китай проводит стерилизацию уйгурских женщин и заставляет уйгурских девушек выходить замуж за китайских мужчин. В то время, когда этому вопросу уделяется международное внимание, Комитет по делам женщин Совета ООН по правам человека опубликовал отчет, в котором содержится призыв к правительству Китая положить конец любым формам дискриминационного обращения с уйгурскими женщинами, включая принудительную стерилизацию и принудительные аборты. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что США ранее проводили операции в Тайваньском проливе в соответствии с международным правом в связи с преследованием американского эсминца, прошедшего через Тайваньский пролив китайским военным кораблем 4 июня. «Будем и дальше летать, смотреть и работать», – заявил Патель. Члены Европарламента подчеркнули, что европейским правительствам пора запретить китайскую соцсеть TikTok, к чему призвали правительственных чиновников. По данным Политико, на прошлой неделе Европейский парламент принял рекомендацию не допускать вмешательства иностранных правительств во внутренние дела европейских стран посредством дезинформации, кибератак и нарушения работы критической инфраструктуры. Члены Европарламента призвали к тому, чтобы рекомендация была совместима с некоторыми западными странами, вводящими ограничения на TikTok. Ибрагим Калын, бывший пресс-секретарь президента, занял кресло президента Национальной разведывательной организации, освободившейся после того, как Хакан Фидан стал министром иностранных дел. В заявлении Управления по связям с общественностью говорится: «Наш президент, господин Реджеп Таyyip Эрдоган, назначил господина Ибрагима Калына главой Национального разведывательного управления». Во Франции правительство запустило кампанию по сбору пожертвований на сохранение и восстановление малобюджетных церквей. Согласно заявлению Елисейского дворца, президент Эммануэль Макрон вчера принял участие в праздновании тысячелетия строительства церкви Мон-Сен-Мишель, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО у побережья Нормандии. Макрон заказал масштабную кампанию помощи для защиты культурных объектов в стране.